Курмете Мадина и Расул Казы. Законопроектом предусмотрена возможность оказания филиалам иностранных банков стандартных банковских услуг наряду с нашими, с казахстанскими банками. Им разрешат привлекать депозиты населения, производить обменные операции, выпускать платежные карточки, разрабатывать собственные приложения и другое. Сейчас это законодательно для них запрещено. В целом, появление новых иностранных игроков на финансовом нашем рынке должно дать дополнительные возможности для финансирования казахстанского бизнеса. Нам это крайне важно. Но есть все же некоторые опасения. В этой связи у меня два вопроса. Первый. Скажите, пожалуйста, не получится ли в последующем так, что эти филиалы иностранных банков также сконцентрируют свою деятельность на потребительском кредитовании населения, а не бизнеса? И второе. Ожидается ли дальнейшее снижение процентной ставки по кредитам в связи с приходом филиалов иностранных банков? Рахмет. Большое спасибо, Павел Олегович. Конечно, прежде всего мы ожидаем, что с приходом иностранных банков повысится конкуренция, повысится предложение кредитных ресурсов и увеличится кредитование, прежде всего, малого и среднего бизнеса. Это вот основная задача, которую мы преследуем в привлечении иностранных банков на территорию Казахстана. Если взять даже сейчас текущую ситуацию, у нас 8 иностранных банков или банков с иностранным участием работает в банковском секторе. Это 3 банка из Китая, это корейский банк, 1 банк из Объединенных Арабских Эмиратов, 1 российский банк, турецкий банк, банк из Чехии и Ситибанк, это банки из США. Если посмотреть их кредитный портфель, то у них порядка 79–80% всего кредитного портфеля – это кредиты прежде всего малому и среднему бизнесу. За исключением Home Credit Bank, это чешский банк, которого бизнес-модель направлена на розничное кредитование. Остальные банки в основном кредитуют малый и средний бизнес. Для того, чтобы в целом увеличить кредитование со стороны иностранных банков, в Казахстане мы в прошлом году предусмотрели в рамках стимулирования кредитования экономики ряд пруденциальных предусмотрели норм, мер, которые позволят увеличить кредитование с баланса иностранных банков здесь, в Казахстане. К сожалению, зачастую сейчас кредитование по большим проектам идет напрямую из материнских компаний. Это оформляется как внешний долг, практически проходит как внешний долг Казахстана, зарубежный займ. В этой связи мы создали такие пруденциальные условия для того, чтобы они могли кредитовать именно с баланса иностранных банков здесь, в Казахстане. Поэтому с учетом этих пруденциальных послаблений, с учетом того, что мы прежде всего таргетируем, вот я 3 банка назвала, даже по ним посмотреть, вот BNK Finance, у него была микрофинансовая организация, практически весь портфель, 100% портфель, это кредиты микро-малому бизнесу. Они также в своем бизнес-плане заявили, что они хотят развивать прежде всего кредитование малого и среднего бизнеса здесь, в Казахстане. Также и другие банки также намерены развивать именно корпоративное кредитование. Второй вопрос касательно процентных ставок. Наверное, здесь больше мы рассчитываем на увеличение конкуренции между банками по предложению различных банковских ресурсов. При этом важным вопросом является, конечно, базовая ставка, уровень инфляции в стране. Прежде всего, если кредиты выдаются в тенге, они будут ориентироваться на базовую ставку Национального банка. Если, однако, будут выдаваться кредиты в валюте, то они будут ориентироваться на базовую ставку иностранного государства. Но с точки зрения развития конкуренции, появления новых игроков в банковском секторе, я думаю, что риск-аппетит у банков повысится и будет больше конкуренции из-за клиентов. И мы ожидаем, что определенное снижение ставок будет по кредитам. Спасибо.